Всем привет, с вами Аня, Влад и Олеся. И сейчас мы будем читать ваши комментарии. Погнали! Прочитаем комментарии с «Кошмар в школе». И здесь написали уже несколько вопросов. Тут многие пишут то, что они могли выпрыгнуть или выбить окно, но это был фильм, то есть все это шло не настоящее. Мы не могли выбить в кабинете окно. Давайте я прочитаю гневный комментарий еще. Молли Крафт говорит: блин, так нельзя. Если бы она по-настоящему пришла, больше не играть с сущностями. Это опасно. Могли бы прийти сразу два духа, Пиковая дама и Кровавая Мэри. Нельзя так. Обещайте, что больше не будете это делать. Это ведь другой мир. И вообще, вы знаете, о чем сходство с этими двумя персонажами? Если нет, то их вызывают с помощью зеркала. А в отличие в том, что Кровавая Мэри в ванной вызывается, а Пиковая в любой комнате. Я успокоилась. Фух, извините за столь ужасное грубиянство, но больше не вызывайте духов. Так, Молли, ты здесь написала то, что Кровавую Мэри вызывают в ванной, а мы ее вызывали в кабинете. То есть она бы все равно не пришла. И вообще все это постановка. Дуник написал: побольше вы таких короткометражек. Я к тебе присоединяюсь. Пишет Анжелика Такырова: следующая серия будет. Да, сценарий написали, уже скоро будут съемки. Или вот один комментарий: Капитан Вискас отправил: духов просто так нельзя, призывав нарушить их покой, они могут вас за это убить. Мы будем знать, спасибо. Еще мистер Женя спросил, как снялись. Снялись нормально, все прошло отлично, но было холодно, очень холодно. Пишет Наталья Романова: мысль неплохая, работа операторов тоже не подкачала, но все же ребятам нужно больше учиться актерству. Как-то все наигранно, иногда запинаются и допускают грамматические ошибки при произношении. Примерно месяц назад снимали подобное в нашей школе, только без актеров и специального оборудования. Так для себя все же думаю, что 31-му кадру нужно развиваться и стать более обширнее. И да, Наталья Романовна, напишите обязательно в комментариях, что вы снимали. Еще Орел ТВ написал: здесь все неправда, они с монтажировали. Вот так вот и написал. Теперь отвечаем под короткометражный фильм «Гореть». Я его снимала, это мой фильм. Не мой фильм, он создан командой. Из какого ты города? Из Казахстана. Казахстан — это не город, а страна. Так получилось. Мы все снимали в спешке, у нас, в общем, все было ужасно. И плюс этот момент был с учителем, а мы быстро хотели это переснять, и мы сняли это все за один кадр. Самое отбитое клише про новеньких написал Эрич Хартман. Да, я знаю, что это самое отбитое клише про новеньких, но времени было мало, и додумывать сценарий тоже было очень мало. Еще здесь многие недоумевают, почему она спит в школьной форме. Бывает. Вы спите в школьной форме? Нет, я сплю в пижаме. Но она там появляется потом в школьной форме, и вообще, если вы смотрели фильм, я надеюсь, что вы все посмотрели этот фильм, она по сюжету спала. То есть все это был сон. У Риты крутой рюкзак, она знает, и она оценила этот комментарий. Как тебе пришла идея снять? Это нам задали по ИЗО снять фильм, это была домашняя работа, и мы за короткое время сняли фильм про такие социальные проблемы. Но сейчас мы прочитаем комментарии под видео под фонарем. Я принимала участие в съемочной группе. Я был актером. Была супер важная роль, самое главное. Пишет Мин Лин Хун: это прекрасно. ТТ, продолжайте в том же духе. Хорошо, спасибо. Обязательно продолжим. Собираемся вроде как снимать вторую часть, но это не точно. Норм, наверное, в минус 40 примерно на снегу лежать. Поверь, круто. Можно было и посильнее ударить, но как? Это же все по-настоящему было. Вот если бы мы ударили его сильнее или ее, что бы было? Также под видео «30 лучших дней в 31», где приняли участие наши учителя, рассказывая о своих воспоминаниях. Многие пишут и спрашивают, в каком это кабинете так много маков. И многие здесь отвечали, и здесь написали, что в 37-м нет, в 39-м, к сожалению, тоже нет, в 32-м тоже нету. И только 2 правильных ответа — это в 42-м кабинете. Да, можете к нам в гости приходить. Но нежелательно. Посмотрели и ушли, да? Да, можете вот так посмотреть и уйти. Мы работаем каждый день. Антон Никулин оставил комментарий: выложите, пожалуйста, новогоднее представление. Вы всегда можете написать нам в директ. В Инстаграме. В Инстаграме, да, ссылка под видео. Просите фотографии, мы вам отправим ссылки с видео, с фотографиями. Есть видео, где в основном фотографии с коммунарского сбора 2017 года.
И девушка написала, Анна Павлова: позор. Ей отвечает Андрей Ядрихинский: почему, круто же? И ему отвечает Анна: день был крутой, а фотки смешные, вот и позор. Ну, не знаю, я фотографировала все это, и мне понравились фотки. Вообще, там больше позорных фоток. Я, Аня, смотрела видео с твоим участием «Вопрос-ответ», Да. когда ты ходила, спрашивала про ужасы. Я бы хотела высказаться, вот лично я вообще очень сильно боюсь, и вот, не знаю, для меня, если посмотреть ужастик, это прям вообще какое-то супер-супер-супер сложное дело. А ты часто смотришь ужастики? Нет, я тоже, кстати, очень боюсь ужастики, но это мы сняли на Хэллоуин, поэтому лучшая тема — это ужасы. Я помню, один раз, наверное, года 3 назад посмотрела «Звонок», так мне до сих пор страшно, я боюсь ночью смотреть на улицу, потому что я боюсь видеть колодец, и там девочка вылазит. Я ужастики спокойно смотрю. Ну, я смотрела тоже половину ужастиков, в основном какие-то не оченьские, например, «Визит» мне не понравился, хотя трейлер очень даже хороший вышел. А вот единственное, что не смогу смотреть, так это «Звонок», японскую версию, это прям трэш, прям страшно. Американскую спокойно посмотрела, а японская там вообще мясо. Кстати, вы многие пишете то, что мы все учимся в 31-й школе. Это не новости, парни и девушки. Что сказать? Наталья Романовна написала: спасибо всем работникам столовой за вкусную еду. У нашей школы обширное меню. Спасибо за микроволновки. Ахаха. Нет, поверь, серьезно, микроволновки — это тема. Вот ты приходишь в столовую, да, покупаешь булочку с шоколадом, кусаешь, а шоколад замерз. Ты берешь эту булочку, кладешь ее в микроволновку, подогреваешь, потом достаешь булочку, она ароматно пахнет. Ты кусаешь, у тебя шоколад не трескает твои зубы. Здесь еще написали, мне хотели со мной встретиться на первом этаже в раздевалке. Я не знаю, чувак что-то хотел. Да он тут даже не написал дату, время. Степан Тинкеев. Но он не написал ничего, он просто написал «встретимся». А когда, во сколько, я-то это не знаю. Кстати, участвуйте в конкурсе от «Вопрос-ответ». Получите классную охлаждающую подставку для ноутбука. Просто напишите креативное название для рубрики «Вопрос-ответ». Я потом все это оценю, и мы в следующем выпуске скажем итоги. Ждите. Алик, жди тоже. Не пиши мне ночью, пожалуйста. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, оставляйте комментарии, мы все прочтем и ответим. Лайки. Лайки, 2 лайки забыла. Лайкайте Инстаграм. Подписывайтесь на наш Инстаграм, ссылочка будет в описании. Не забывайте писать комментарии и можете их адресовать каждому из студийцев. Мы на них обязательно ответим. Ждите новых видео. Пока. И мы отправим вам ссылку с фотографиями, видео. Заново, да? И не забывайте писать комментарии. Правильно.